С началом Великой Отечественной войны на фронт из СССР ушли более 700 тысяч человек. Больше половины не вернулось с полей сражения. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, более 200 тысяч воинов из Башкортостана были награждены орденами и медалями Советского Союза. 279 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Много ярких страниц в летопись войны вписала 112-я башкирская кавалерийская дивизия. По приказу Башкирского совнаркома и Коммунистической партии большевиков был дан приказ о формировании кавалерийских дивизий. В нашей республике были сформированы 4 дивизии. Это 74-я, 76-я кавалерийские дивизии, 112-я и 113-я. Но в последующем боевой путь до Берлина продолжила только 112-я кавалерийская дивизия. За период с ноября 1942 по февраль 1943 года части 112-й дивизии с боями прошли 300 километров, нанося противнику огромные удары. Сразу после разгрома немцев под Сталинградом в феврале 1943 года бойцы под командованием генерала-майора Минигали Шаймуратова совершали в Донбассе дерзкий рейд в тыл врага, овладели станицей Чернухино. За эту операцию воины были награждены орденом Ленина. Дивизию переименовали в 16-ю гвардейскую, а командиру полковнику Шаймуратову присвоили звание генерал-майора. Героизм и отвагу проявили башкирские конники в боях под Черниговым. За умелые действия при освобождении города дивизии было присвоено почетное наименование «Черниговская». За форсирование Днепра и освобождение Черниговской области 61 воин удостоился звания Героя Советского Союза. За участие в операции «Багратион» в Белоруссии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а летом 44-го за освобождение польских городов орденом Суворова второй степени. В составе героических войск Первого Белорусского фронта башкирская дивизия принимала участие в Берлинской операции. За взятие Бранденбурга, умелые действия при осуществлении этой операции бойцы были награждены орденом Кутузова второй степени. Воины с честью оправдали доверие народа. Отрадно, что в составе легендарной дивизии было много наших земляков. Хранятся и интересные экспонаты музейные, связанные с деятельностью ветеранов этой дивизии. В частности, это медный курай Бакея Валеева, ветеран этой дивизии, который был сделан из трубки сбитого самолета. На привалах между боями, в перерывах они играли башкирские мелодии. Также документы, наградные листы, медали, ордена, которые уже были даны нам как родственниками ветеранов, так и самими лично. В Башкортостане трепетно и бережно относятся к истории страны, хранят память о воинах, защищавших родину от врага. В нашей республике Шаймуратов считается народным героем. О нем слагают стихи, песни. 8 мая 2010 года в Уфимском парке Победы на Аллее Славы был установлен бюст генерала. Именем героя названы улицы, населенные пункты, работают музеи. Таким образом, память народная о боевой доблести защитников Родины вечна. Передаваясь из поколения в поколение, она живет в благородных сердцах потомков. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.